Беспокоит ли вас судьба ваших сбережений в связи с тем, что с рублем происходит? Ну, беспокоит, конечно, как и всех, наверное. Ну, вы почувствовали? Пока еще нет, но я думаю, что после Нового года мы все почувствуем. Рубль обесценивается, это ежику понятно. Вот. А куда вкладывать все копейки, которые кто-то накопил, там, скажем, у меня нет больших накоплений. Вот. А люди всю жизнь собирали на что-то. На мебель, на машину, на квартиру. Все сейчас стараются избавиться от бумажек. Вот. И неизвестно, какова перспектива. Вот. По моим оценкам, это будет продолжаться. Ну, у меня как таковых сбережений нет, поэтому я как-то особо не переживаю. Цены-то какие, наверное, это всем понятно. В магазине ничего не могу сказать, пусть политики решают. Нет. Потому что нет сбережений. Государство должно гарантировать, так сказать, зарплаты бюджетникам. Им нужно откуда-то брать рубли. Вот пусть и берут. После Нового года, думаю, будет очень жестко. Сейчас пока нет. Сейчас можно поэкономить на подарках, там, на чем-то еще. Можно не поехать на Новый год. А после Нового года, когда придется уже жить с этим, конечно, будем затягивать пояса. Очень беспокоит. Ну, конечно, беспокоит. Курс растет, все богатеют, кроме рабочего класса. Мы, белорусы, за Россию всегда переживаем. Это все-таки наши братья. Не знаю, когда это отреагировать. Ну, плохо, что можно сказать. Конечно, надо держать рубль, что-то такое. Конечно, беспокоит. Не знаем, в чем хранить лучше. Менять ли, бежать или уже остановиться. Вот покупаем вещи какие-то. Нужные и ненужные. Хотелось бы, чтобы остановился уже это. Ну, боюсь, что нет. У меня нет сбережений, поэтому не беспокоит. Но вы заметили то, что рубль дешевле? Ну, конечно, заметили. Да, но у меня особых сбережений нет, вот, к сожалению, да. Ну, как вы видите эту ситуацию? Как безнадежно. Меня не беспокоит. Мы вне политики. Очень плохая ситуация. Крайне плохая. Я вот, мне 55 лет, я такой плохой не помню, даже при распаде Советского Союза. Единственное, я не уеду из России. Это мое самое главное действие. Пусть и уже от тех, кто наворовал. Из-за кого эта ситуация произошла. Вы знаете, как бы по моему карману я не почувствовала, честно говоря. Найдите мне человека, которого это не беспокоит. Разумеется. Я же не полный идиот. Ну, вы какие-то действия предпринимаете? Ну, видимо, все, что в этом мире происходит по воле Божией. Не дергайтесь. Что будет, то будет. А если вы выдержите эту паузу, значит, сохраните человеческое достоинство, что дороже любых денег.